Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя и так и спросите, кто хочет вернуться в мою жизнь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? И давайте посмотрим, зачем. Кто и зачем. Так. Знаете, очень интересно выходит. Во-первых, самое главное, напишите мне в комментариях, кто вы. Потому что вы человек какой-то прям судьбоносный. С кем бы вы ни встречались, с кем бы вы ни общались, вы, как знаете, вас забыть нельзя. Вы частичку себя отдаете как будто бы в общении. И неважно, это на постоянной основе общения, либо какое-то случайное, частичное. Вы отдаетесь, и вы всегда благотворно влияете на тех, с кем вы встречаетесь, общаетесь. Кто в вашей жизни с вами пересекался, перекресточки делал. Вы вообще, по сути, человек какой-то благодатный. Вы даже критикуя, либо с кем-то конфликтуя, можете этого человека на путь истины подвинуть, либо открыть глаза, подсказочку дать, бесценные слова, словно речка льются ваши слова. И исцелить можете, подсказать можете, помочь можете, вразумить можете, все можете. Очень интересно, кем вы работаете, чем занимаетесь. Просто, не знаю, посланник небес, так даже можно про вас сказать. Очень хороший песок, и про вас очень много говорит, как про личность, как про человека. Человек высокого ума, многих талантов, но человек всегда уступает дорогу тем, кто, скажем так, на его взгляд более нуждается, либо кому больше необходимо. Вы можете свои интересы немножечко прижимать. Причем, знаете, как вы даже и не понимаете, что вы делаете. Очень благостный вы человек. Вы, кто зашел на мою отсыпочку, неважно, сколько людей посмотрит, вы все должны понимать одну вещь. Вы люди благостные, и вам в карму все, что вы делаете, обязательно засчитается. Вот таким огромным плюсом станет. Но жизнь у вас неспокойная, жизнь у вас достаточно такая, знаете, как шторм, то шторм, то штиль и постоянные какие-то перемены. Часто не понимаете, что происходит. А я вам скажу, вы слишком жертвенный человек, вы слишком открытая натура, вы слишком, знаете, как живете, хочется сказать, на публику, может не совсем корректно. Вы человек, который прислушивается к социуму, и социум на него влияет. Хорошо ли это плохо? У каждого свое мнение. Я выскажу свое субъективное. На мой взгляд, это плохо. Каждый человек – создание Божье, и каждый человек имеет одну общую цель на всех – прийти в эту жизнь и прожить в любви и в счастье. Понимаете? А вы как будто бы где-то ужимаете это счастье и любовь. Где-то вы говорите, нет, Ой, лучше подожду, потерплю, посмотрю, как будет, А вдруг там кто-то что-то скажет про меня, вдруг там пальцами будут тыкать, вдруг пересуды пойдут. Хотя, если вы кому-то что-то делаете, вы же просто, понимаете, живота не щадите, настолько готовы выложиться. Кто желает вернуться в вашу жизнь? Честно, честно, без всякого. Все, кто в вашей жизни присутствовал, начиная от самого вашего горшка, грубо говоря, до сегодняшнего дня, все о вас просто хорошего, положительного мнения. И все бы желали иметь такого друга, родственника, не знаю, любимого, как вы.
Но особенно есть, вот прям вышли, да, особо два человека. Вот один, вот другой. Один человек с вами вообще уже без, ну, не знаю, как потеряли вы контакт, да, очень давно не виделись, не встречались. Здесь человек полностью потерял любую возможность с вами там видеться, общаться, узнавать что-то о вас. А вы про этого человека, скорее всего, вообще забыли. Кто он был, что он был. Человек этот либо семейный, либо он либо с семьей живет, да, потому что у него тут два кольца выходят, либо человек с родителями живет. Но вы с ним в прошлом как-то контактировали, возможно, брак между вами был, либо стремление к браку было, но почему-то вы вообще о нем уже даже не вспоминаете. То есть вам скажи, вы скажете, да нет, быть не может. Быть не может и вообще нет. Так, этот человек, он о вас, знаете как, он не то чтобы там мечтает, не то чтобы он вспоминает, он просто зациклен на том, что он совершил ошибку. Вы для него как, ну, палочка-выручалочка, да, вот он почему-то вот прям убежден, что если бы он тогда по-другому построил свою жизнь, вот все неприятности, все тягости жизни на него бы не обрушились. Вы для него как лучик света. И постоянно вот он себя грызет, постоянно он себя долбет тем, что вот, ну как так? Ну как ты мог быть таким дураком? Ну как ты мог так поступить? Как ты мог упустить такую возможность? Ну осел, да, смотрит в зеркало, говорит, осел. Стоит передо мной осел. И этот человек, он понимает, что возврата нет, хода нет. Там слишком сильно он попутан. Если в браке, то там жесть какая-то, там жена контролирует все, да, не взлететь, не подпрыгнуть. Если там родители, то то же самое. То есть человек какой-то зависимый идет, абсолютно зависимый. Жизнь раба, хочется сказать. Внешне, может быть, выглядит более-менее прилично, хотя нет, сомневаюсь. Вот он уставший, взгляд уставший. Видите, как у него голова поникшая. И он постоянно вот, руками закрывает лицо, глаза, слезы льет. Тяжелая жизнь, тяжелая судьба. Человек мог пережить какие-то кризисы, катаклизмы, мог пережить проблемы со здоровьем, там, с судами, с какими-то, знаете, сложностями. Сложная жизнь у него пошла. Вот знаете, тот момент, где он, скажем так, либо не стал действовать, либо отказался от вас, либо ушел в свой интерес, это был переломный момент. И он это четко осознает, четко понимает. Винит себя, думает об этом, но действий каких-то конкретных совершать он не будет, потому что там его крепко держат, очень крепко. Вот, поэтому, знаете, понимаете, вы у него, вот видите, ваш образ всегда у него в голове, всегда. И вы для него святая женщина. Вот как-то так идет. Святая, которая могла меня спасти, но я вот под юбку дьяволу заглянул. Как-то так выглядит. Так, еще важно, кто еще хотел бы вернуться? Ну, это, скорее всего, кто-то из ваших друзей, либо родственников. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Если здесь точно мужчина, то тут мужчина или женщина. Человек, который, знаете, как нуждается в помощи, в подсказках. Возможно, человек, знаете как, либо по своим каким-то, может быть, в прошлом вы этому человеку помогали, может быть, вы что-то делали для этого человека, либо, например, если дружили, то дружили на весь смысл этого слова, да, либо если родственниками были, то всегда участвовали в жизни этого человека. Человек сам от вас отделился, отстранился, может быть, переехал куда-то, уехал куда-то. Между вами тоже как будто бы время и расстояние. Вы, возможно, общаетесь с этим человеком, общаетесь, ну, не знаю, там по связи, в интернете. У человека очень много мысли о том, как бы было хорошо, если бы мы были вместе, были рядом. Я бы могла, да, просить о помощи, о подсказках, о каких-то, может быть, там, даже денежных вопросах, да, потому что у человека как будто бы в жизни, ну, сейчас происходит какое-то затмение, да, вот солнце не светит, и такая холодная ночь. Может быть, этот человек переживает особенно сейчас какую-то драму в жизни, да, там разводится, судится, может быть, даже, не дай бог, там в заключении находится. Вот прям вера в то, что вы можете там спасти, помочь, подсказать, поддержать.
Даже могут быть такие мысли, да, а не переехать ли мне, переехать, да, вернее, не приехать, переехать, да, поближе к вам, чтобы купаться в ваших лучиках, да, и получать вашу помощь. Так, мои дорогие, здесь я могу до бесконечности рассказывать о вас, потому что большая часть информации идет именно о вас. Вот эти люди, они для вашей жизни они неэффективны. То есть они вам в жизнь ничего хорошего не несут. А вот вы для них, ну, это свет, это исполнение, это мечта, это счастье с вами быть рядом. Вот как-то так отыгрывается. Так, и еще важный момент, который я хотела бы отметить. Если вдруг меня смотрят женщины, мужчины, которые в определенном возрасте, не молодые, да, а ваши детки взрослые, как-то либо уехали, да, редко там приезжают, звонят, пишут, либо как-то диалог с ними прервался. Вот вы должны понимать, что кто-то вот прям особенно вот отыграется. Ну, то опять же таки, я по полу не могу сказать, но я могу сказать такую вещь. Ваш ребенок строит планы на ваше будущее. То есть там, где находится этот ребенок, он вам место в жизни ищет, понимаете? Ну, например, вы живете в маленьком городке, а ребенок ваш давно живет там в мегаполисе, да, своей жизнью. И этот ребенок ваш постоянно думает о том, как бы хорошо было, если бы там мама, либо папа, либо мама, папа были со мной вместе. Да, подыскивает какие-то варианты, думает, вот жили бы они со мной по соседству. Я бы мог заботиться, либо могла бы заботиться о них. Знала бы, что все хорошо, все спокойно. То есть, как знаете, можно даже сказать, совесть мучит, но это не совесть, это скорее любовь к вам. Да? Может быть, они сами уже стали родителями, и теперь они понимают, как много вы делали для них, как много вы вкладывали в них. Вот желание выразить вам свою любовь, свою благодарность, вот этот момент, он присутствует. Так что знайте, что, возможно, у кого-то будет даже путешествие. Но я, честно, не могу сказать, что вы уедете, переедете. Это не тема, я этого не вижу. Но вижу, что такие предложения будут, потому что человек, ребенок ваш, да, он об этом очень много думает и даже уже что-то для этого делает. Вот как-то так отыграется. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.